канале БСТ время подводить итоги недели. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Маткапитал за первых двух, погашение ипотеки за третьего. При рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. Владимир Путин обозначил приоритеты работы на ближайший год и предложил внести изменения в Конституцию России. Чудесным настроением сейчас приедем домой, будем буквально препарировать послание и будем ждать все поручения президента. В школы возвращают бесплатное питание, в медицинские вузы советский метод распределения. Окунуться в Иордань и набрать святой воды. Все купаются, я решил тоже искупаться, попробовать себя, испытать. Православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Спасатели-медики переведены в режим повышенной готовности. Окунуться в прорубь планируют 60 тысяч жителей республики. Я только все это делала, ремонт здесь, а мебель обновила. Проснулись под завалами. Трое пострадавших, один в реанимации с ожогами 60% тела. Обгоревший весь, в контуженном состоянии, можно сказать. У него прям кожа висела. Подъезд дома, где произошел хлопок газа, до сих пор опечатан. Жильцам предоставили временный кров. Судьбу аварийного дома решит экспертиза. Снова в доле. Сумма не менее той суммы, которую оплатили граждане по договорам долевого участия. Федеральный фонд ампантодольщиков начнет выплачивать компенсации. В заявке 23 долгостроя республики. Как получить свои деньги обратно и будет ли индексация вложений? Они знают точно, как дать огня. Возвращение Самрау, небесный караван, пролетел над Шиханами и столичными многоэтажками. Но и этой высоты вполне достаточно, чтобы насладиться красотой города. Такой Уфу видят разве что птицы. Впереди путешествие через Уральские хребты. В республике стартовал международный марафон воздухоплавания. Два человека погибли сегодня в результате дорожной аварии. ДТП произошло в Уфимском районе близ деревни Николаевка. Столкнулись встречные КАМАЗ и легковой автомобиль «Рено Логан». Водители и пассажиры, находившиеся в салоне иномарки, оказались зажаты в искореженном автомобиле. Они скончались еще до прибытия медиков. Известно, что это двое 40-летних мужчин. Водитель большегруза не пострадал. По предварительной неуточненной версии, именно он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. По данным регионального ГИБДД, только за эти выходные на дорогах республики погибли 8 человек, 3 из них – пешеходы. Наезды с летальным исходом зафиксированы в Салаватском, Белорецком и Давлекановском районах. В результате аварии еще 13 человек получили различные травмы. В 50 километрах от города Туймазы произошла утечка нефти. Фотографии появились в соцсетях. Размер разлива составляет приблизительно 54 сотки. Масштаб ущерба уточняется. Известно, что отказал вентиль дренажной насосной станции. По словам специалистов, основной объем загрязнения впитал слой снега. По предварительной версии, виной могут быть неполадки нефтепровода. На месте работают специалисты. Вывезено 120 кубометров загрязненного снега и завезено 80 кубометров перегноя. Угрозы загрязнения водных объектов отсутствуют, угрозы для населения отсутствуют. В понедельник по плану завершения рекуляционных работ вечер, то есть 20 января. Рядом с селом Кальшали это уже не первый подобный инцидент. В октябре 2018-го в нескольких километрах от нынешнего места разлива на границе Туймазинского и Белебеевского районов нефтью залило в водоем. Тогда зафиксировали утечку 200 килограммов черного золота. Между тем, синоптики Башгидромедцентра прогнозируют ухудшение погодных условий. Январская капель сменится снегопадом, заносами и туманом. А гололедица на дорогах продолжит держать автолюбителей и пешеходов в напряжении. Между тем, крещенских морозов все же пока не ожидается. Температура воздуха ночью в понедельник составит -2, -7 градусов. При прояснениях днем 0, -5. Сегодня православный мир отмечает один из главных праздников – Крещение Господне. По данным регионального МЧС, в этом году число тех, кто окунулся в проруби, более 60 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году таковых было меньше на 10 тысяч. Гораздо больше посетителей в храмах, как православной республики провели последние сутки, расскажет моя коллега Екатерина Тимиряева.
Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Студенты из африканского Конго Тусе Баломбо встречают в Уфимском храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость как родного человека. Последний год он здесь работает алтарником. Сначала помогал делать ремонт, а теперь следит за чистотой. Говорит, в Уфе живет уже 3 года. И после того, как встретил здесь девушку своей мечты, она, к слову, православная, решил связать свою жизнь с ней и разделить ее веру. Поэтому его удивляет, почему такое внимание к его персоне. У меня здесь, как в вере, в начале веры, и мне нужно всегда помогать людям, как религия и другие люди, которые у них плохие жизни, как у него нету, у меня такой цель. Звон колоколов зазывает на праздничную службу. Этой ночью православные встретили крещение Господне, Красноусольск, святые и намоленные места. Десятки людей в полночь направляются в церковь. Большинство из них – туристы. Праздник для всех христиан. Встретить, очиститься, порадоваться, пожелать друг другу здоровья крепкого, чтобы никто не болел, жили все в добре. С самыми только светлыми мыслями, конечно же, приехали сюда. Вообще стараемся приезжать ежегодно. Светлый праздник. У каждого человека своя вера, и надо верой заходить в воду. Надо это делать обязательно. Для многих окунуться в проруби – вызов самому себе. Причем в святых Иорданиях как опытные, так и новички. Бог один, сегодня крещение, чтобы не болеть. Все купаются, я решил тоже искупаться, попробовать себя, испытать. Для меня все означает, все самое хорошее. Примечательно, что по данным регионального управления МЧС России, из года в год в Башкортостане растет число тех, кто считает важным окунуться в проруби. В связи с этим в этот раз принято решение увеличить количество охраняемых мест для купания, где дежурят скорая помощь и экстренные службы. На каждом объекте культа производилось дежурство сотрудников МЧС по Республике Башкортостан. Также в местах массового купания у нас их 83 по республике. Происшествий не допущено. В настоящий момент окунулось уже около 40 тысяч человек. Всего планируется около 6 тысяч человек. Проходит под контролем, все силы и средства находятся на месте. Отец Дмитрий провел многочасовую службу в самой глубинке, селе Табынское, где по преданию в XVI веке явился лик Табынской Божьей Матери, которая помогает исцелять и оказывать помощь. Главное, на что обращает внимание священнослужитель – вспомнить обеты, данные во время крещения. Помнить о них нужно не только в праздник, но и на протяжении всей жизни. Потому что вне контекста христианской церковной жизни, в принципе, это не имеет никакого значения, сколько бы воды для себя человек не принял, нисколько бы он себя не облил, если он не исполняет заповеди Христовы, если для него Христос – это посторонний какой-то персонаж или просто он о нем не знает, то для этого никакого смысла в этом, конечно, нет. Главная традиция праздника – это освящение воды. Считается, что в крещении она обретает особую чудодейственную силу, исцеляет от недугов и помогает оберегать от неприятностей. Получить ее можно бесплатно в храме, но при желании можно оставить пожертвование. Екатерина Тимиряева, Азамат Мухаммедшин. Итоги недели. Материнский капитал за первенца, бесплатное горячее питание в школах, доплаты классным руководителям в размере не менее 5000 рублей. В ежегодном послании Владимира Путина Федеральному собранию основные положения были посвящены социальной сфере. Эксперты, политологи, социологи отмечают, что в своем выступлении президент страны максимально учел пожелания народа. Репортаж Азата Садреева. Здравствуйте. Администрация 8-й больницы вас поздравляет с рождением вашего ребеночка. Главным подарком на Новый год для Илюзы Тазиевой и ее мужа стало рождение первенца. Их сын появился на свет через пару часов после боя курантов. Я сначала думала, что это ложное, первый род, поэтому я же не знаю. Потом уже все усиливается. Потом уже поехали в роддом.
Это уже после Нового года? После Нового года, да. Ну, я сразу сказала мужу, сейчас нас встретим и поедем. Тогда молодая мама даже представить не могла, какие изменения произойдут через 2 недели. Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, а выплачивать его начнут даже за первенца. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Те семьи, которые только планируют или ждут второго ребенка, тоже не останутся в стороне. Действующий мат-капитал увеличат на 150 тысяч, и в итоге он составит 616 тысяч рублей. Если малышей 3, государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. Но и на этом новые формы поддержки не заканчиваются. В рамках национального проекта «Демография» почти 90 тысяч детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, смогут претендовать на новый вид пособия для детей в возрасте от 3 до 7 лет. МФЦ уже сейчас должно прикидывать, каким образом и какие документы нужно будет требовать, чтобы это очень легко было оформить, чтобы они 500 раз не бегали за одними и теми же справками наши жители. Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет на первом этапе составят половину прожиточного уровня. При необходимости система будет пересмотрена, и со следующего года будет предусмотрена выплата в полном объеме прожиточного минимума более 11 тысяч рублей. Я хочу сразу предупредить семьи, у которых есть дети вот такого возраста, и они уже получают детские пособия. Сейчас я уже встретилась с исполняющим обязанности министра труда Топилиным Максимом Анатольевичем и попросила в указ, который они готовят, заложить такую норму, чтобы те, кто уже являются получателями пособий, им не пришлось никуда ходить, чтобы мы автоматически им назначили пособие уже от 3 до 7. Всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием. Крайний срок – 1 сентября 2023 года. К тому же современная школа – это и современный учитель. Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. С учетом региональных выплат и уральского коэффициента в Башкортостане эта доплата превысит 7700 рублей. Также с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. На покупку новой техники, ремонт больниц и поликлиник, в том числе районных, обновление станций скорой помощи выделят 550 миллиардов рублей. Значимость послания, знаковость его, видится в том, что президент сместил акцент с внешнеполитических вопросов на внутренние социально-экономические проблемы страны. Максимальное внимание внутреннему состоянию нашей страны, оно максимально посвящено социальной тематике. Приоритет номер 1 для нашей страны и приоритет номер 1 для нашей республики – это демография. Что касается экономического блока послания, в ней в том числе речь шла и об инвестициях. Ежегодный прирост должен быть не менее 5%. По итогам 9 месяцев прошлого года в Башкортостане этот показатель составил 15%. Очередное обращение Владимира Путина к Федеральному собранию уникально и тем, что за много лет впервые предложено внести изменения в Конституцию России, учитывая при этом мнение граждан. После оглашения послания правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а кресло премьер-министра занял Михаил Мишустин. Как раз то, что произошла отставка правительства и идет формирование нового правительства, и вот это послание по своей сложности, по тем задачам, которые там поставлены, оно ориентировано на новую команду управленцев. Именно этой новой команде и региональным властям теперь нужно приложить все усилия для того, чтобы реализовать положения, озвученные Путиным. От этого зависит будущее не только первенца Илюзы Тазиевой, но и всех 147 миллионов россиян, которых, кстати, должно стать еще больше. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели.
Отдельный блок в послании президента страны Федеральному собранию посвящен здравоохранению. Больше не допускать задержек в поставке лекарств и обеспечить современное оснащение больниц в регионах, призвал Владимир Путин. Пациенты не должны страдать. Здоровье больного в руках медиков, и врачи при этом не должны чувствовать себя ущемленно. Изменится система оплаты труда путем установления фиксированной доли оклада в зарплате. Работники здравоохранения должны быть обеспечены жильем. Все эти условия создаются, чтобы оставить молодых врачей в селах и деревнях. Поможет в этом и увеличение мест по целевому направлению, когда медучреждение оплачивает учебу студента. По сути, это замена советскому распределению. Как это работает, разбиралась моя коллега Лилия Курбанова. Здравствуйте. Проходите. Участковый терапевт как мама, которая знает каждого подопечного в лицо. За Резидой Еникеевой закреплено почти 2000 пациентов. Сама врач родилась в Благоварском районе, а в Чешминский после обучения в БГМУ приехала по целевому направлению несколько лет назад. Уезжать не планирует и чувствует себя здесь уже как дома. Мне мой участок нравится, работать нравится с моим населением. То есть, мне кажется, общий язык найден. Участие в программе «Земский доктор», а также комфортные медицинские кабинеты и современное оборудование в районных больницах. Эти условия часто становятся решающими в выборе молодых врачей. В медуниверситете Башкортостана на факультетах лечебного дела и педиатрии сегодня 702 бюджетных места. Из них 60% целевики. Я хотела очень поступить в медицинский вуз, но думала, что мне не хватит баллов. Точнее, я не пройду по общему конкурсу. Взяла целевое у себя в районе, районная поликлиника. Очень хотела стать врачом с детства, потому что люблю помогать людям и вообще люблю доброту, поэтому решила поступить сюда. Еще один аргумент в пользу переезда в район – это бесплатное постдипломное образование. В ближайшие годы дефицитные направления ординатуры могут стать полностью целевыми. А это значит, студенты смогут продолжить учебу, не потратив ни копейки. К слову, стоимость одного года обучения в ординатуре достигает 150 тысяч рублей. Нужны специалисты нам. Мы за них должны сами заплатить в медицинское учреждение, для того, чтобы мы через 2 года получили специалистов. Найти медучреждение спонсора будущий врач может сам. Также в БГМУ проводятся ярмарки. Перевестись на целевое направление студент вправе на любом курсе. Между учащимся и больницей или поликлиникой заключается договор. В документе прописываются условия и обязательный срок работы. В действующем законодательстве предусматривается ответственность, в том числе материальная. Целевик, который отказался работать по месту договора, обязан будет возместить 2-кратную стоимость своего обучения. К 2024 году все уровни должны быть обеспечены специалистами. Сначала первичное звено. Предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности педиатрия 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Они должны, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам. Такие меры помогут обеспечить деревни и села врачами. Призыв президента страны похож на известную поговорку: где родился, там и пригодился. Ремонт и оснащение больниц, решение жилищных проблем работников здравоохранения, изменение системы оплаты труда. Глава государства также потребовал учитывать приоритетность закупок и не допускать перебои с поставками лекарств. Здравоохранению Владимир Путин посвятил отдельный блок в послании. Требования простые, но чем проще, тем необходимее. Чтобы лечить людей качественно, медицина страны должна быть здоровой сама. Лилия Курбанова, Тимур Каюмов, Ринат Кашапов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. В уфимской двухэтажке 1953 года постройки сдетонировал газ, в результате чего пострадали 3 человека, один из которых с ожогами 60% тела в больнице. Мужчина по-прежнему в реанимации. Врачи не спешат давать прогнозов на его счет. 12 человек остались без жилья. Некоторые из них пока на время разместились в маневренном фонде. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело. Хроника ЧП, а также мнение жильцов о том, кто мог стать виновником, в материале Артура Шамсудинова. Здесь идет общий туалет, общая ванна.
Душевая комната. Условия, что называется, спартанские, но многим жителям дома по улице Пекинской выбирать не приходится. К вынужденному новоселью они не готовились. Альфия Кутуева осматривает временный кров вместе с сыном. Их прежняя квартира пришла в негодность. Женщина жила как раз над той самой комнатой, где и прогремел взрыв. Я только все это делала, ремонт здесь, мебель обновила, подарок себе сделала. Взрыв в доме по улице Пекинской в Уфимской Черниковке прогремел без 27 утра. В это время почти все жильцы, а это около полусотни человек, были в своих квартирах. Взрывной волной выбиты окна, разрушены межкомнатные перегородки и чердачные перекрытия. В трагедии пострадали 3 человека. На этих кадрах спасатели извлекают из-под обломков рухнувшей стены женщину. Жизнь хозяйки квартиры спасло то, что основная нагрузка пришлась на спинку дивана. Женщина была извлечена именно из-под завала. То есть она в это время спала, то есть на нее обрушилась часть межквартирной перегородки, так скажем. Испугом и легкими травмами отделался и ее 15-летний сын. Чего не скажешь о жильце той самой квартиры, где и прогремел взрыв. Один из очевидцев, Геннадий, был в числе первых, кто бросился на помощь. Не было потолка, не было стены. Человек в этом доме, который снимал квартиру, в трусах и обгоревший весь, в контуженном состоянии, можно сказать. У него прям кожа висела на теле. Я видел это. У пострадавшего мужчины ожоги 60% тела. Сейчас он находится в реанимации. Состояние тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти пациента. Но вот прогнозы давать пока не спешат. В первый же день его навестил министр здравоохранения. Проведен первый комплекс диагностики и проведена телемедицинская консультация с профильным МИЦ и главным комбустиологом Российской Федерации профессором Алексеевым. Идет согласованный протокол лечения, который соответствует необходимым стандартам. По словам очевидцев, мужчина проживал в доме как квартирант. Говорить, что именно он виновник, пока рано. Тем не менее, 31-летний пострадавший заслужил весьма сомнительную репутацию у соседей. У нас одна, Рима, ее зовут, сдавала, получается, эту квартиру. Но получается, он наркоман, он что-то варил, потому что ему задал вопрос другой, сосед с другого подъезда, в чем дело, в чем причина, что случилось. На что он говорит, что я забыл закрыть газ. Причиной происшествия стал взрыв бытового газа. А вот что привело к этому взрыву, будь то неосторожное обращение, либо техническая неисправность, еще предстоит выяснить. На месте также работают сотрудники Следственного комитета, которые по факту случившегося возбудили уголовное дело. Дом был построен в 1953 году. По словам жильцов, он уже стоял в очереди на снос. Однако в итоге статус аварийного убрали. После взрыва часть стены здания покрылась сквозными трещинами. Тем не менее, жильцам других подъездов разрешили вернуться в свои квартиры. Специалистам предстоит оценить ущерб, проверить прочность несущих конструкций. В случае, если эксперты признают проживание в пострадавших квартирах безопасным, столичные власти пообещали взять на себя расходы по их восстановлению. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Виктор Миренков. Итоги недели. Уфа. Деньги за квартиру. Только на этот раз средства перечислят на счета покупателей жилья. Федеральный фонд обманутых дольщиков принял решение выплачивать компенсации гражданам, так и не сумевшим заселиться в свои квартиры. В республике первыми получат выплату дольщики, купившие жилье в селе Суук-Чишмы Кырмыскалинского района. Решение не достраивать многоквартирные дома жилого комплекса «Дубрава» принято по экономическим соображениям. Снова в доле. Репортаж Динары Таймасхановой. На втором этаже окна моей квартиры, моего балкона, но сюда я уже не заселюсь. Ильшат Насифуллин по праву считает себя дважды обманутым дольщиком. Уфимскую многоэтажку, в которой он купил квартиру, так и не достроили. Тогда мужчине взамен предложили квадратные метры в Кырмыскалинском районе. Однако заехать в свою трешку в селе Суук-Чишмы он тоже не смог. Стены дома, в котором так и не появились хозяева, уже облупились. А тот единственный раз, когда Ильшат попал в свою квартиру, оставил не самые приятные впечатления. Внутри дома покрыты, к сожалению, плесенью. И стоимость ремонта и возвращения его в нормальное состояние, наверное, было бы гораздо больше, чем планировалось изначально. И поэтому по радости и эйфории получения данной квартиры, она, к сожалению,
закончилась. А ведь чтобы жить в своей квартире, Ильшат Насифуллин, к слову, инвалид с детьми-школьниками, продал комнату в общежитии и вложил материнский капитал. Его мечта стоила ему, кроме потрепанных нервов, более 2 миллионов рублей. Согласно плану застройки, здесь должен был вырасти целый микрорайон. 40 жилых домов, 2 детских садика и фельдшерско-акушерский пункт. Однако вместо них мы видим земляные насыпи. Жильцам удалось заселиться всего в 4 дома. Да и инфраструктура так и не появилась. Живописный микрорайон можно увидеть только на картинке. Заселенные дома мы отметили на графике. Еще в 4 стройка заморожена. Ключи от этих 3 этажек так и останутся у компании-застройщика. Федеральный фонд защиты дольщиков оценил, достраивать эти дома невыгодно экономически. Тем не менее, шансы купить отдельное жилье у Ильшата Насифуллина все же есть. Мужчины, как и другие дольщики Дубравы, получат денежную компенсацию. Сумма не менее той суммы, которую оплатили граждане по договорам долевого участия, не более 100 квадратных метров. То есть, мы понимаем, что по базе там таких квартир нет, соответственно, граждане будут получать компенсацию за все квадратные метры. И также оценка стоимости квадратного метра берется исходя из средней рыночной стоимости жилья, непосредственно в том муниципалитете, где находится данный объект. Несостоявшиеся новоселы жилого комплекса Дубрава в Кармаскалинском районе – это 81 дольщик. Первыми в республике получат деньги взамен квартир. На официальном сайте Госстроя есть список документов для подачи заявления на компенсацию. В целом, заявка в Федеральный фонд защиты дольщиков отправлена по 23 долгостроям республики. В рамках того соглашения, которое уже подписано, по 8 застройщикам 23 домам, республика из законного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 175 миллионов. Это 12%. То есть эти деньги в 2019 году были предусмотрены. Сейчас решается судьба долгостроев в Уфимском, Иглинском, Кармаскалинском районах, а также в Уфе и в Ишимбае. По каждому дому будет принято решение вернуть деньги или достроить проблемный объект. Между тем, Ильшат Насифуллин не теряет надежды, что вскоре все же сможет отпраздновать новоселье. Хотя и с 3-й попытки. Динара Таймасханова, Вахид Халимов, Константин Романов. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. В Кумертау мужчина посреди дня устроил стрельбу в одном из местных кафе. Так посетитель отреагировал на замечание владельца заведения. Выстрелы были произведены из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал. Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела. В Башкортостан доставили туристку, которая пострадала в ДТП на Бали. По прибытии ее встретили специалисты региональной санавиации. Сейчас пострадавшая находится в одной из городских больниц. Ранее сообщалось, что в 27-летнюю девушку въехал пьяный мотоциклист. Диагноз – черепно-мозговая травма и несколько переломов. Местные врачи провели операцию по совмещению осколков костей. У туристки не было медицинской страховки, поэтому работу докторов семья оплатила самостоятельно. Транспортировать девушку удалось благодаря поддержке Радия Хабирова. Глава региона обратился в МИД России, чтобы консульство нашей страны оказало помощь в возвращении туристки домой. Мегафон и Билайн заявили о повышении цен на некоторые тарифы с 13 и 16 января соответственно. Одна из основных причин – изменения законодательства. Теперь у операторов увеличиваются затраты на исполнение требований по хранению данных и планируемые расходы на реализацию закона об устойчивом функционировании российского сегмента сети интернет. По 600 тысяч рублей на жилье или покупку земельного участка будут давать 100 сельским тренерам в год. Порядок выдачи им подъемных обсудили на заседании Президиума правительства Башкортостана. С каждым тренером, который будет участвовать в программе, заключат контракт. По нему специалист должен будет отработать на селе не менее 5 лет. Эта мера позволит привлечь в районы кадры и даст возможность деревенским школьникам полноценно заниматься спортом. Башкортостан стал первым регионом России, который ведет данную практику. В Белорецке на базе районной больницы открылся региональный сосудистый центр. Здесь будут принимать пациентов также из Абзелиловского, Бурзянского и Учелинского районов, а также города Межгорье. Новое медучреждение появилось благодаря региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Также в Центр по нацпроекту здравоохранения поступил новый ангиографический комплекс. В год здесь планируют проводить около 600 лечебных и диагностических процедур. В Уфе расселят самое старинное здание города. Жильцы Демидовского особняка получат квартиры в новых домах. Здание было признано аварийным еще 5 лет назад. Дом постройки 18 века изначально принадлежал Евдокиму Демидову, потомку династии тульских оружейников и владельцев заводов на Урале. В свое время здесь останавливался даже Александр Суворов.
В честь Дня российской печати в республике наградили лучших журналистов. По итогам конкурсов более 20 наград завоевали сотрудники нашей телерадиокомпании, работники радиостанций «Спутник ФМ» и «Юлдаш», а также телеканала БСТ. Так, лучшей работой в номинации «Освещение антитеррористической тематики на телевидении» стал специальный репортаж корреспондента службы новостей Анастасии Ильчебаевой. На большом воздушном шаре в Башкортостане стартовал фестиваль воздухоплавания «Самрау». В течение 9 дней команды из 15 городов и 3 стран мира совершат путешествие над республикой. В маршруте пилотов Уфа, Шиханы и, главное, 8-часовой перелет над Уральским хребтом. В небеса поднялись и наши корреспонденты. Чем же манит высота пилотов-аэростатов, узнали Анастасия Ильчебаева и Айгуль Хатыпова. Разноцветные воздушные шары украсили небо над Ишимбайским районом. 20 пилотов тепловых аэростатов проведут 9 дней, взирая на Башкортостан с высоты птичьего полета. Именно здесь стартует международный фестиваль воздухоплавания «Самрау». Сегодня сюда прибыли участники из 15 городов. В ближайшее время 12 аэростатов облетят вокруг горы Таратау. А вот так тепловой аэростат выглядит изначально. Сперва шар надувают на земле для того, чтобы расправить его. Затем ставят корзину на место и наполняют уже горячим воздухом. Сначала узнаем прогноз, благоприятный он или неблагоприятный. Потом узнаем район полетов. Если все нормально, все хорошо, выстраиваем маршрут. Полеты на аэростате – удовольствие не из дешевых. Стоимость одного воздушного шара варьируется от 1 до 2 миллионов. Также ежегодно пилоты должны проходить медкомиссию, а это еще плюс 30 тысяч. Но несмотря на все затраты, эти люди в любой момент готовы сорваться и отправиться в любую точку России, чтобы покорить небесное пространство. Это страсть и любовь, которая закрывает все эти вопросы. Да, это больше наше хобби. Мы уделяем ему время, здоровье, в том числе и финансовые затраты, но при этом получаем оттуда то, что мы не можем получить в других местах. У нас девиз «Никогда не падать вниз». Полетать над Таратау решили не только на воздушных шарах. В этом году к Самрау присоединились и парапланеристы из Стерлитамака. Все экстремалы, парапланеристы в первую очередь Стерлитамака, узнав об этом событии, безусловно, все мы здесь собрались вместе с вами. Ну и если мы сможем украсить этот фестиваль своими полетами на параплане с горы Таратау, вообще будет здорово. Перелет вокруг горы Таратау занял 20 минут. Временные рамки продиктовала погода. Туман окутал Ишимбайский район. Но это была лишь первая точка в маршруте воздухоплавателей. Дальше с ними уже отправилась моя коллега Анастасия Ильчебаева. Работает. Они точно знают, что значит дать огня. Это тот случай, когда начинать все заново за счастье. А Таратау, пускай не по воздуху, а по земле, аэростаты и их команды переместились в Уфу. В этом году фестиваль «Самрау» принял статус международного. Наири и они вместе с сыном приехали из Еревана. В 2014 только начали все это развивать. Мы сейчас единственный воздухоплаватель в Армении. Эмоции вообще крутые. Свобода. Свобода, да. Во время полета красиво, чувствуешь да. свободу, которую нельзя сравнивать ни с чем другим. Разноцветные купола, словно калейдоскопом, раскинулись на берегу Белой. Стартовая точка. Пилоты в ожидании. И это почти как полет в космос. Обратный отсчет. 3, 2, 1. Наверное, еще ни для кого не устраивали такой экскурсии по башкирской столице. А у участников фестиваля, приехавших из других городов и даже стран, есть уникальная возможность. Из-за низкой облачности выше 200 метров аэростаты не поднимутся, да и направление ветра будет уже другое. Но и этой высоты вполне достаточно, чтобы насладиться красотой города. Такой Уфу видят разве что птицы. Нашу съемочную группу на борт взяла команда из Пермского края. Пилот Андрей Вертипрахов на аэростатах летает уже более четверти века. Небо – это другая реальность вообще на самом деле. И когда вы живешь в обычной жизни, у тебя там заботы, суета, какие-то проблемы вечно. А когда ты поднимаешься вверх, то есть ты абстрагируешься от всего этого, то есть ты на какой-то другой уровень выходишь, ты можешь вот всем помахать руками, все тебе рады. Подобного в Уфе ранее не происходило. 14 аэростатов пролетает над башкирской столицей. Так что неудивительно, что весь путь воздухоплавателей сопровождает не только наши кальверы, но и смартфоны жителей города, которые выходят на улицу, высовываются из машин и на балконы своих квартир. Ленты в социальных сетях горожан сегодня были заполнены видео и фото пролетающих аэростатов. Уфимская Каппадокия так на один день окрестили башкирскую столицу. Прямо над нашим домом пролетает. Привет! Если в прошлом году цель фестиваля была перелет с
спортивная это была цель для пилотов очень интересная, потому что впервые в истории воздухоплавания мы пересекли Уральский хребет на воздушных шарах. Это было 7 аэростатов. В этом году мы хотели показать не только Уральский хребет, мы бы хотели показать нашу столицу республики, мы хотели показать нашу гордость Таратау. Но красота не только под корзиной аэростата, но и вокруг нее. Порой видишь в небе такие вещи, говорит пилот Андрей Вертипрахов, которые так и хочется назвать чудом. Самое интересное, когда мы стали снижаться уже вниз, пробили облачность, и скорость снижения аэростата сравнялась со скоростью падения снежинок, они все замерли, как в фильме «Матрица», то есть они висят, вот и так вот шевелятся, то есть это вообще такие вот вещи интересные. Уже за пределами города можно дать себе волю. Высота полета аэростатов около 400 метров, но в скором времени полет закончится, пилоты ищут место для посадки. Аэростаты садятся на расстоянии друг от друга в чистом поле. Мягкая посадка – это лишь малая часть возвращения на Землю. Воздушный шар необходимо еще и собрать. Многие люди даже не видели воздушные шары вот близко. А когда летит целая куча воздушных шаров, это настоящий праздник для жителей и гостей города. Вот. Ну и основная цель этого фестиваля – это все-таки перелет через Уральский хребет. Вот мы хотим показать красоту Уральских гор с воздушного шара, чтобы приезжали к нам туристы, видели, насколько это красиво, насколько интересно. Когда состоится перелет, зависит только от погоды. 8-часовое путешествие над горами Башкортостана – это куда сложнее, чем прогулка над его столицей. А воздухоплаватели правы. Один раз, побывав в небе, приземлившись на землю, уже думаешь о том, чтобы вернуться туда снова. Анастасия Чебаева, Айгуль Хатыпова, Роберт Давлетбердин, Булат Садриев. Итоги недели. В эти минуты в Москве завершается матч звезд континентальной хоккейной лиги. Лучшие игроки сегодня участвовали в мини-турнире между командами 4 дивизионов. На месте событий работает наш корреспондент Артем Кочешев, и ему слово. Здравствуйте! Итак, подходит к концу звездный уикенд континентальной хоккейной лиги 2020. Он получился очень ярким и насыщенным. Проходит он в этот раз в Москве на ВТБ-арене. И главной концепцией матча звезд стало время. Этому было посвящено огромное внимание во время торжественных церемоний, открытия и мастер-шоу, и сегодняшнего мини-турнира среди 4 команд дивизионов, которые представляют континентальную хоккейную лигу. В общей сложности за 2 дня 28 тысяч человек посетило ВТБ-арену, наблюдая за теми событиями, которые здесь развивались. Итак, в субботу прошло мастер-шоу. Традиционно не столько на результат, сколько на какие-то интересные креативные идеи. Много было интересных костюмов, красивых. Например, Даррен Диц из Борис выходил накануне в костюме Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта. Данис Зарипов в костюме капитана Татарстана. Ну и так далее, и так далее. К сожалению, команде, в которой принимали участие в борьбе Елена Сумарк, Игорь Сошников и Юха Мецела, не удалось одержать победу. В общей сложности всего 2 очка набрали ребята и заняли, к сожалению, 4-е место. Ну а сегодня была возможность отыграться, но, увы, в полуфинале команда дивизиона Чернышова уступила. Несмотря на все усилия уфимских хоккеистов, они поучаствовали в каждой заброшенной шайбе, но, увы, выйти в финал не удалось. Получаем удовольствие, просто так играем, 3-3, длинные смены. Все, что, в принципе, не делаешь в игре, можно здесь поделать. Вообще везешь из Москвы с этого матча больше положительных впечатлений? Ну да, конечно, на самом деле, да. Немножко голову разгрузить, чуть-чуть повеселиться, как уже много раз говорил. И в бой только с самыми положительными эмоциями. Скорее всего, матч звезд, его формат в очередной раз претерпит изменения в будущем. И общие итоги уикенда в Москве подвели руководитель Федерации хоккея России Владислав Третьяк и председатель правления континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Особая благодарность, конечно, и правительству Москвы, не просто слова. В Москве огромная конкуренция за зрителя, потому что есть очень много различных предложений, но вы видите полные трибуны. У нас 28 тысяч всего посетило наш звездный уикенд. И все абсолютно довольны, потому что очень удобно и добираться, и здесь логистика, и питание, и развлечения, все на самом высоком уровне. Остается сказать, что через год матч всех звезд пройдет в Риге, в Латвии, куда, скорее всего, вновь съедутся тысячи, сотни болельщиков со всех концов страны, так же, как в этот раз произошло с московской ВТБ-ареной. Артем Кочешев, Ильдар Насреддинов. Специально для итогов недели из Москвы.
Вот такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Встретимся в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги. До свидания.